Хайырлы кис, хөрмәтле тамашасылар. Үзенең сираттагы сыгарылышын тәкъдим итеп, һеҙҙе Күгәрсен районы телетапшырыуҙар студияһы ижади төркөмө сәләмләй. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вас приветствует творческая группа районного телевидения и я ведущая программы Гульсия Губайдуллина. Кисә район мәдәниәт һарайында Башҡортостан кинематографистары етегән музыкаль фильмын тәҡдим итте. Безнең фильм башҡорт йырҙары, риүәйәттәре нигеҙендә эшләнгән. 15 марта в нашем районе прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам на приз главы администрации района. Пошла! Пошла! На днях в районном дворце культуры состоялась премьера спектакля «Я всех вас люблю» по пьесе Ирины Тануниной. Тело мне тогда жуть. Ты что выдумываешь? Это же со мной было. Это я так эту беседку нашла. Детский вокальный ансамбль «Веретенцы» Центра детского творчества стал победителем в республиканском конкурсе «Весенняя капель». Мы очень волновались, держали крестики, кулачки. И, конечно, потом уже говорили и дипломантов, и лауреатов, а потом в самом конце сказали и нас. Тапшыруу будадагында иғландар һәм музыкаль ҡотлауҙар программаһы. Ошо һәм башҡа яңылыҡтар хаҡында белгегеҙ килһә, киләһе 45 минутта беҙҙең менән ҡалығыҙ. Кисә район мәҙәниәт һарайында Башҡортостан кинематографистары етегән музыкаль фильмын тәҡдим иттеләр. Кино төшөрөү еңел эш түгел әлбиттә. Картина нигеҙендә 9 башҡорт халыҡ йыры ята. Һәр йырҙың үҙ легендаһы бар. Башҡорт фольклоры тарихы киноға күсеп, яңы төҫтәр менән сағыуланып, яңы кисерештәр тыуҙыра. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры, Арыҫлан Мүбәрәков исемендәге Сибай Башҡорт дәүләт драма театрының бер нисә актеры, актерлыҡ бүлегендә белем алған студенттар, Фәйзи Ғаскаров исемендәге Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле бейеүселәренән тыш, фильмда ҡатнашыусыларҙың күпеһе ғәҙәти кешеләр, Әбйәлил районының Ташбулат ауыл биләмәһе халҡы. Матур урындарға бай тәбиғатлы яҡты күле, ҡара балыҡты буйҙары, Ҡарыҡты тау итәгендә урындағы асыҡ күңелле ихлас кешеләр менән эшләүе еңел булды, ти фильмды төшөрөүселәр. Ә бына уҡтан атҡан һәм һыбай йөрөй белгән ҡыҙҙарҙы табыуы ауыр булған. Атта оҫта сабыусыларҙы эҙләп Өфөнөң барлыҡ ат спорт клубтарын, секцияларын урап сыҡҡандар. Тик тышҡы йөҙө менән славяндарға тартым ҡатын-ҡыҙҙарҙан баш тартырға тура килде. Был мәсьәләне дублерҙар ярҙамында хәл итә алдыҡ, ти Рияз Исхаков. Шулай уҡ режиссер һәм продюсерҙарға кейеҙ тирмәләр, мыйыҡ һаҡаллы ир атты эҙләүгә апаруҡ ваҡыт талап ителгән. Әйткәндәй, төп ролдәрҙе башҡаралар Айһылыу Йомағулова, Лиана Хабибуллина, Алтынай Бурина, Дания Ғөбәйҙуллина, Регина Баракова, Нәркәс Ғайфуллина һәм Венера Аширова. Ҡуйыусы оператор Рияз Исхаков етегәнде өлөшләтә тауышһыҙ киноға тиңләй. Снятый на деньги гранта президента Республики Башкортостан и деньги спонсоров дополнительные. Это немножко другая работа. Она выглядит несколько иначе, чем то, что мы делали прежде. Музыкальные клипы, фильмы, клипы, музыкальные фильмы как жанр. На этот раз это было немножко иначе, так как команда собралась опытная и очень было мало времени. После получения гранта у нас оставался месяц с небольшим для того, чтобы успеть придумать, подготовиться, провести съемки. Это было очень тяжело, так как надвигалась зима, и вот-вот должен был выпасть снег, а в Зауралье зима наступает на 2 недели раньше, чем, например, в Уфе. И это на нас давило не только психологически, но и физически. Было трудно бороться с холодом нашим актерам. Съемочная группа, она одета, но актеры наши были в легких летних костюмах. Это была самая трудная часть.
Ну, а группа, она профессиональная, работает много на московских проектах, и потому работа была слаженная. Работать было приятно, хорошо. И, ну и, конечно же, нам помогали жители Абзелиловского района, там, где мы снимали, а конкретно деревня Ташбулатова, Ташбулатовский сельсовет и близлежащая деревня Кустимова. Ну, мы очень благодарны местным жителям, кто участвовал в производстве нашего фильма, кто каждый день приходил на съемочную площадку как на работу, и на работу приходили. Ну и вот такая команда, такая сплоченность, она позволила избежать все трудности, которые возникали во время съемок. Картинаның қоюсы режиссері Айсылақ Юмағұловқа өді береді. Біздің фильм башқұрт йырдары, риwаяттары негізінде эшләнгән иң төп легендаларынан инде менә Ете кыз легендаһы, оның берничә варианты бар, без оның өсөһен дә кулландык. Тик без үзебезнең алда ондай һүзмә-һүз легенданы күрһәтергә максат куйманык, оригиналь сюжет яздык. Фильм бер оригиналь сюжеттан тора, легендалар инде безнең интерпретациялар шуга бәйләнеп ебәрелә инде безнең сюжетка. Сценарий üstünde bir türküm scenaristlар эшләне, ул менә безнең продюсер, оператор, постановщик Рияз Исхаков та, мин дә, шулай Алтынай Бурина, Ирина Кужина. Бергәләп шулай бер ай эчендә шул сценарийны язып, әзерләнеп, Әбиялил районына сыгып киттек тә, шул тагы бер ай эчендә төшереп тә куйдык. Кала yerinde bütün кинотеатрдар бар. Мына авыл җирләрендә кинотеатр, кинопрокат дигән нәмә әлеге вакытта эшләмәй бит инде. Шуга мына күптәр интернет аша һораулар бирәләр инде. Бүген телевизор караусылар БСТ каналында касанрак сыгыр икән бу кино дип. БСТ каналында минем белүемчә 29 мартта сыга. Шан 30 мартта фильм о фильме буласак, без онда безнең фильмда ничек төшерелгәнен асыклайбыз инде, кемгә кызык. Абылай без менә республика буйлап безнең фильмда күрһәтеп йөрибез әле менә. Баймакта булдык, Сибайда, Белоретта, Ташбулат авылының үзендә күрһәттек. Халык бик хуплап карый. Бик йылы хүзләр ишетәбез, әйе, касанрак тагы дәвамы була дип сорайдар. Касан тагы шундай фильмдар сыга диләр. Ну, мин аларга шундай җавап бирәм. Безнең менә республикала кинематографта финанслау системасы корылмаган. Без менә бу фильмда президент грантына эшләнәк. Ул әлбиттә осраклы хәл. Һәммәгез, минем исемем Гайфуллина Нәркәс, сәнгать академиясының 3нче курсында укыйм. Актер осталыгы курсында. Бұл киноға мен кастинг аша килеп эләктем. Кастинг үтеп 2 көн үткәч миңа шылтыраттылар һәм һез киноға эләктегез диләр. Күңелдә шатлану да, шундый хис-тойгылар уйный бит инде, ничек киноға эләктем, ничегрәк уйнарга уйлана башланым. Әмма ләкин теге башкортлар ни була бит инде? Кыю була тетте, кыюлыкты кулга алдым да һәм бuna киноны төшерәлә башланык. 7 кыз, 7 төрле бит инде, 7 дә матур, 7 дә төрле битәк башкорт кызлары. Әмма ләкин эш вакытында без бетәбез дә бер кеше һәм эшләнек. Һәрберебез шул тиклем үзенчәлекле. Безнең өстебезгә бик җаваплы эш куштылар бит инде халдылар, бик җаваплы эш. Безне аткарып сыгарга тиешник. Һәм минем уйлавымча без аткарып сыгардык, шул тиклем искиткес кино килеп сыкты. Шул тиклем шатмын, шул тиклем тәэсираттар, хистәр уйнап ташып тора. Хәзер без 21 бутта яшәһәк тә, мин ысынында үземдә инде 2 бутта һәм хис иттем. Ошо рольгә инеп, нинди эшләр кушалар эшләп, шул тиклем бер яктан кыен да булды, буна безнең һавасты нихе булды бит инде, съемкаһы булды, атта саптык, уктан аттык дигәндәй һавык булды. Буна киноны хәзер карайһың, йылы һәмак ысынында, кайһы бер урыннарда теге авыздан пар сыгып торган һәмак булһа ла, йылы кебек, ә без бит беләбез, ул һавык инде, без ысынлап теге төшәбез дә йөгер барып курткалар кия торгайнык.
ошо киноны әйтернем яшьтәр караһын. Чөнки хәзерге яшьтәр барыһы ла тиерлек безнең элекке гореф-гадәттәр менән, легендалар менән кызыкмыйлар. Ошо фильм аша күп нимәне белеп була. Ул костюмдар булһынмы, гореф-гадәттәр булһынмы, бөтә нимәне лә ошо кино аша күреп бетеп булмаһа ла, күп нимәне белеп була. Зур рәхмәт әйтер инем режиссерга, һайлап алгандары өчен, күргәндәре өчен дип әйтәм инде. Шул тиклем зур рәхмәтлемен. Миңа ышангандары өчен, ата-әсәемә, тугандарыма. Нәркәс, синең беренче тәҗрибәң булды ул кинола. Кинола беренче тәҗрибәм булды. Син һиздеңме театр менән моны киноның аермаһын? Ысынында һиҙелә. Сәхнәлә инде әйтһәләр буны рус телендә әйткәндә проживать надо дип әйтәләр бит инде. Бер нимә башлаһаң, бына һиңа бирделәр эш. Ошоны уйларга кирәк. Теге һәрбер начало, развязканы этюд һымак. Ә кинола ысынында мин ошо нидәрмен эшләй башланым. Теге уйлап, нитеп, хисләнеп китәһең бит инде. Ә миңа әйтәләр теге кино нәркәс, ул бер кадр. Бына бер кадрда һин илайһың, икенчесендә һиңа көлергә кирәк, ошылай дип. Ә мин улай килеп сыкманым бит инде. Буны әйбәт диләр. Һин теге нык хискә бирелеп, әйбәт уйнайһың. Әмма ләкин улай озакка бара алмаячаксың. Чөнки нык улай интергә кирәкмәй диләр инде. Айырма бик зур әлбәттә. Айырма зур. Рәхмәт һиңа. Ярый, рәхмәт һеҙгә. Как нам известно, Тимур, вы родом из села Мраково. Вот, как вы попали вообще в киноиндустрию? Ох, кино, ну, начиналось все с рекламы, с рекламных роликов, ну, как обычно, наверное. То есть я не учился там, не заканчивал никаких университетов. Отучился я в киношколе Булата Юсупова в Уфе, когда уже вернулся из Москвы, и решил снять свой фильм дебютный. Пригласил вот Ряза Маратовича Исхакова, оператором-постановщиком, Айсуака Юмагулова пригласил на главную роль в фильме. И потом мой фильм, удачно показавшись на кинофестивале «Святая Анна» в Москве, мой фильм отобрали в киноальманах Global Russians. Это дебютные киноработы, открытие российского кинематографа. И я съездил в Канны 2013 на Каннский кинофестиваль. Вот говоря о кино, вот вы как выходец с нашего района, вот, нету ли в будущем таких идей? Вот у нас тоже разные легенды есть в районе большие, как бы знаменитые на всю республику. В будущем связанные с районом у вас проект нету? По поводу именно Кугарчинского района проектов еще нету, но мне скидывают периодически жители села Мраково информацию, какие-то интересные случаи, интересные сказания, легенды. У нас я очень люблю наше Мурадымское ущелье, то есть очень хорошая локация для съемок. Но чтобы снимать кино, вот именно народные легенды, народное, именно историческое что-то, это сопряжено с финансированием, то есть с высоким финансированием. В республике у нас не налажена система финансирования на государственном уровне. Существует киностудия Башкортостан, да, существует там телерадиокомпания, но такого потока централизованного, там, принято законом Курултая, то есть у нас нету, то есть там 100 миллионов рублей в год нам не выделяют на фильм. А чтобы произвести, опять повторюсь, историческую какую-то картину, это костюмы, это воссоздавание быта, это большие деньги. Вот Етыгян фильм мы сняли за 3 миллиона рублей. 2 миллиона получили гранд-президент, и 1 миллион рублей привлекли из собственных средств. Но это очень малая сумма, то есть малая сумма на самом деле для того проекта, который получился у нас в итоге. Вы сами можете оценить, посмотрев фильм «Етыгян». Вот, и поэтому, чтобы снимать что-то вот в таком же духе «Легендах нашего района», нужно найти финансирование в порядка 5-6 миллионов рублей, и может получиться полнометражная картина. Но когда мы искали партнеров на фильм, чтобы закрыть оставшуюся сумму, мы не нашли отклика ни на самых крупных предприятиях республики. То есть у нас 4 месяца шла реклама на БСТ, то есть мы предлагали партнерам участвовать в рекламной кампании. То есть не нашлось отклика вообще никакого. Но
Когда вот мы поехали с фильмом «Етегян», в Сибай съездили, в Белорецк съездили, в Баймак, в Ташбулатово, мы увидели отклик людей и что люди сами говорили. То есть люди говорили, а давайте будем все скинемся, ну, народное кино, и снимем реально наш фильм. Можно так и поступить и здесь, ну, в данном случае. Кинуть клич, сказать, что вот давайте по этой легенде снимем кино и собраться силами, это будет продукт Кугарчинского района уже. Вот у меня такие вот сейчас мысли в голове, но это далеко идущий проект, так скажем. Спасибо. Ну, если финансы будут, то фильм можно снять. Это реально получается. Да, потому что, вот, допустим, я вам просто скажу, 3 миллиона, да, фильм «Етегян», участвовало в проекте 200 человек. Фильм запустился 8 августа, премьера прошла 5 марта, то есть 8 месяцев прошло. И 3 миллиона делим на 200 человек, это по 15 тысяч рублей зарплаты, грубо говоря, получили все. Это очень мало, очень дешево. Но финансирование, если будет в нормальном объеме, который хватит на режиссера, ну, оплатить режиссера, оплатить хорошего оператора-постановщика, всю профессиональную съемочную группу, которая быстро работает. То есть мы сняли в течение 34 дней фильм. То есть съемки нам обошлись, это быстро, да. Вот. Если все профессионально слажено, да, то можно снять и на эти деньги, ну, которые можем народом всем скинуться. 29 марта фильм будет транслировать телеканал БСТ. Телезрители, прошу вас уделить час вашего времени и посмотреть фильм по башкирским легендам и песням «Етегян». 29 марта на БСТ. Спасибо. Спасибо вам. 15 марта в нашем районе недалеко от села Мраково прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам на приз главы администрации района, посвященные Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи 2014. Сегодня проходят традиционные лыжные гонки на призы главы администрации района, где принимают участие все организации и предприятия района. И также мы. Поехали! Несмотря на плохие погодные условия, число участников в этом году превысило 600 человек. Это говорит о том, что кугарчинцы – активные лыжники. В такого рода мероприятиях каждый год принимают участие все желающие от мала до велика. Погода не стала помехой для уверенных в себе лыжников и лыжниц всех поколений. Шуның өчен мен бүтән сын күңелдән котлайым шу Дур байрамынан. Добрый день, уважаемые спортсмены, любители спорта, лыжного спорта. Действительно, я хочу сегодня приветствовать всех на этом прекрасном празднике, традиционном соревновании на приз главы администрации, также посвященной Олимпийским играм и Паралимпийским играм в Сочи 2014. Как вы знаете, физическая культура и спорт – это неотъемлемое сейчас общество, человечества. Поэтому мы большое внимание уделяем спорту. Вот сегодня вы видите, вот столько желающих заниматься спортом. Это в истории района, наверное, первый раз столько людей собралось, спортсменов. Поэтому я от души хочу поздравить всех вас, чтобы вот этот спорт развивался. Мы, конечно, видим, что сегодня и младшие, вот даже вот посмотрите, маленький ребенок тоже пришел с лыжами соревноваться с нами вместе. Конечно, отрадно то, что вот вы сегодня пришли, все организации, предприятия. Вот, я поэтому благодарен, что вот все вы пришли именно участвовать в этом мероприятии. Независимо от возраста, люди бежали не столько ради победы, столько ради удовольствия. На этих соревнованиях ежегодно мы участвуем всей семьей. Вот в этом году первый раз взяли с собой маленькую дочку, 4 года, Иделию. Игры посвящены Олимпийским и Паралимпийским играм и проходят на высоком организационном уровне. Но мы очень рады, что мы смогли выйти, хоть и погода, конечно, немножко подвела, но всей семьей. Так? Идель, тебе понравилось? Скажи что-нибудь. Скажи привет. Мне понравилось, скажи. Мен өзім 78 жаста. Кугар сынауында туып, Кугар сынауында өстім. Һәр вакыт спорт плазаны мәчеттем.
Balalarım da, unuklarım da her vakit şolay buluşalar. Menden ürüne kalalar. Dersini etire gerek. Men belge yoluna kilom şunun için. Özümüzün tuğan ile bizde Soşi'de bek aybatkını olimpiya oyunlar vardı bittiğinde. Mana şunun nenden men de katnaşıma kuvanam. Balalarga da men de katnaşkanlar Bartına da hem onu uyuşturgan жетекчилерибизге да бек зор рахмат. Во время соревнований всех угощали горячим чаем, блинами, пирогами и кашей. Также для любителей спорта выступали артисты районного дворца культуры. Эти соревнования можно было бы сравнить с праздником Плуга Сабантуем, но только здесь совсем другие условия. Вы не первый год участвуете в таких соревнованиях и являетесь, наверное, самым старшим участником, да? Да. Я каждый год участвую в соревнованиях. Считаю, самый старый лыжник района. Вообще лыжами давно занимаетесь вы? Давно, с детства, я еще когда в деревне жил, маленький был, на лыжах уже ходил. В этом году много участников. Настроение какое у вас? Настроение отличное, только погода маленько плохая. Вот. А так интересно посмотреть на молодежь. Молодежь-то полезно спортом заниматься, для здоровья. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо, ладно, спасибо вам. Гусев Константин Павлович, 74 года. Хожу на соревнования уже 5 лет. Ну, места иногда занимал, иногда нет. Так что это для здоровья полезно, так что не все нормально. Я желаю молодежи придерживаться стариков, так что и у нас мне радостно, что столько народу в этом году, и молодежь, вся молодежь занимается спортом, значит, все, мы еще поддерживаемся, да, а мы постараемся поддержаться. И вам здоровья, да, удачи. Спасибо, давай, спасибо. Старт для них через 10 минут. Got the melody, back to the melody,
Яман-Қаян. Қаян ма? Бірісіге қатнашмай өйтін, Жоқ, бірісіге түгіл. Былтыр несігерек болған? Былтыр мен қатнашмадым. Жоқ. Ну, жүгіруге болайын. Первый раз участвуешь? Да, первый раз участвую. Ощущения? Отлично. Настроение хорошее, погода позволяет. Вот. Стараемся защитить организацию, честь имени организации Дорчастка, Гачинская ДРСУ. Ну все с праздником, с этим 2014 годом Олимпийских игр. Пускай на славу пройдет спортивные наши достижения. Спасибо. Несек тәсираттар? Мына погодагана бит үсті бұзып тұра. Бүгін қатнашаға? Қатнашаға айтып келдік, мақсаттан келдік бітінде. Тілектәрігін нендей мұна қатнашысыларға? Тілек деймін. Бұны мәңгіне тұттымағанар, ярышқа еріп кіне. Видео занимация етенер. Оны хавлық бітінде. Хавлық қарағанар өздерінің. Яштан қарағанар. Ярышқа келдім де бітті түгіл бітінде. Еліне бір мәртебе келген кішілер бар бітінде. Мына бүгін мына администрация полностью в составе мында бітінде. Тоже яқшы не көрініш. Пример бітәхінелі бітінде. Настроение бітәхінде. Ебет мына күн нашар болуға қарамастан бітінде жолайық. Яна сізге соңғы елінде оңыштар тілеймін. Рахмет. Ну, в этом году год олимпийский. Наверное, у всех должно быть олимпийское здоровье. Вот сегодня лыжня главы администрации района сегодня показала это, конечно. Что отрадно, наши тоже сотрудники до старше 30 лет, наш невролог-врач занял первое место в своей группе. Остальных пока результат не знаем, но надеюсь, что первое место будет. Спасибо. Олимпия yılı bütün halk içinde olimpiyski bulurga tiyiş. Şuğa mına bizim rayonda ötkərgən bugünkü bayramda bar halk sıqqan bələkəyindən başlap Allah'ına tiklim bar hıla pagodanın nasarlığına qaramaqdan bar halk sangı tutup sangla şuurga yarışıra kelgenler. Şuğa indi men bar hıla isənlik tileyim, havlıq tileyim. Uşunda qatışqan, uşunda yarışqan kişilerge isənlik havlıq, uşlarda uyuşturulğan rayon администрацияна, спорт комитетка, һәм башка судейский бригадага уңышлар теләйем, исәнлек, хаулык теләйем. Рәхмәт барыгына. В конце мероприятия всех победителей наградили медалями и ценными призами. Весь этот дух мини-олимпиады и здорового образа жизни навел нам на будущее море позитива и хороших эмоций. Beats fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beats fast and my bass down low.
Ласковый Миша возвращайся. На днях в районном дворце культуры состоялась премьера спектакля «Я всех вас люблю» по пьесе Ирины Тануниной. Режиссер-постановщик Рамиль Кутлугужин, заведующая художественной частью Елена Киршина. Я не могу жить с людьми, которые меня ненавидят. Я не могу жить в ненависти. Роли исполняют школьницы Башкирской гимназии и Мраковской школы номер 1. Екатерина Петрова, Назгуль Баймухаметова, Розалия Садыкова, Дилара Вагапова, Лилия Кельсинбаева, Рузиля Саидбатталова. Роли дублируют Дина Иждавлетова, Илюза Сулейманова, Гульнас Аллагужина, Диля Абдуллина. Звукооператор Руслан Абдуллин. Полную версию спектакля мы покажем в ближайшее время. 13 и 14 марта в городе Дюртюли прошел республиканский конкурс юных дарований «Весенняя капель». В этом конкурсе приняли участие воспитанники Центра детского творчества. О впечатлениях и результатах поездки нам расскажет руководитель детского вокального ансамбля «Веретенца», отличник народного образования Республики Башкортостан Сперина Елена Ивановна. Елена Ивановна, расскажите, какие впечатления остались у вас от участия в этом конкурсе? Впечатлений, конечно, у нас очень много. Мы уже на этот конкурс едем не впервые, мы были в прошлом году на таком же конкурсе. В этом году нам предоставилась честь защищать наш район и представлять наш район на республиканском конкурсе юных дарований. Я думаю, все-таки мы достойно выдержали это испытание. Вместе с нами принимала участие ученица 9 класса Ефимушкина Дарья из села Подгорное. Она взяла диплом 3-й степени, что для нее, конечно, уже это большое достижение, потому что она участвовала первый раз. И выступила она очень достойно, молодец. Принимала, значит, с нами участие участница нашего ансамбля Дашкова Дарья, ученица гимназии. Я думаю, для нее это тоже был очень хороший опыт, потому что очень много было детей с очень сильными вокальными данными. И то, что она увидела таких детей и поняла, к чему нужно стремиться, это, конечно, очень хорошо. Выступала с нами и наша маленькая участница Максимова Ульяна, ученица первой школы. Она у нас здесь, вот она наша ученица. Выступала вместе с нами. Я думаю, что она своим обаянием сумела поразить все жюри. И, конечно, ей достался диплом участницы с подписью самого министра, правда? Когда дети увидели вот это все разнообразие костюмов, столько много детей, 350 детей вообще принимало участие в этом конкурсе, около 40 районов. Дети поющие, дети очень сильные. Ансамбли, ну, я не знаю, просто шикарно поют. Мы очень долго ждали, когда было награждение. Объявляли всех подряд. И всех тех, которые с нами соревновались, нашего возраста. Мы очень волновались, держали крестики, кулачки. И, конечно, потом уже говорили и дипломантов, и лауреатов, а потом в самом конце сказали и нас. Мы так были рады, что мы даже завизжали, но хоть и нам говорили не визжать, но мы все равно визжали. Ульяна, вот поделись, ты была и солистка, ты одна спела, и была участницей именно в ансамбле. Что тебе больше понравилось, спеть одной или с девчонками? Мне больше всего понравилось, когда я вышла на большую сцену, хоть я чуть-чуть испугалась, но я все равно хорошо спела. Внимание! В нашем районе началась акция памяти «Бессмертный полк». Как мы все знаем, 9 мая был, есть и будет днем, который не оставляет равнодушным ни одного человека. Это день памяти, день воспоминаний, день, который должен передаваться из поколения в поколение. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться?
Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Бессмертный полк призван сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Мы предлагаем пройти колонной с фотографиями на легковесных стендах наших отцов и матерей, дедов и бабушек, родственников, переживших тяготы военных лет, защитивших эту землю для нас, совершившие свой гражданский долг или неизвестный никому подвиг, поступок, и положить начало традиции для наших детей и внуков. Смысл и цель – это связь поколений и объединение пространства между прошлым и настоящим. Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение бессмертного полка. Они должны идти победным строем в любые времена. Всю информацию об акции можно получить в районном краеведческом музее. Но выстоял бессмертный Сталинград. Не оставайся в стороне. Скажи спасибо деду за победу и прими участие в акции. Hürmetli Ермың hüyüsі достар. 21 март көне район мәдәният һарайында буласак, Бибисара Азаматова һәм Раил Өмедбаев катнашлыгында Мөхәббәткә кәртә юк исемле Ермың уен көлкегә бай тамашаны карарга сакырабыз. Башлана 19 сәгатьтә. Билет хакы 150 һум. Тамашага рәхим итегез. Buldun gala şatlıklarım Görerim utmeminin Buldun gala şatlıklarım Görerim Hürmetli тамашасылар, 20 март көне район мәдәният һарайында Башкортстан Республикаһының атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре Халид Мусин иҫтәлегенә багышланған гармунсылар бәйгеһе уҙасаҡ. Башлана 19 сәғәттә. Инеү бушлай. Рәхим итегеҙ, дуҫтар. Hürmetli тамашасылар, хәҙер һеҙҙең игътибарығыҙға музыкаль ҡотлауҙар программаһын тәҡдим итәбеҙ. Һәм зәңгәр экрандар янына ҡотлау сәләмен тыңларға хөрмәтле коллегабыҙ Рәмил Саубан улы Ҡотлоғужинды саҡырабыҙ. Ошо көндәрҙә үҙенең 60 йәшлек күркәм юбилейын билдәләүсе хөрмәтле коллегабыҙ район мәҙәниәт һарайының Наҙлы йылға исемле башҡорт халыҡ театры режиссеры Рәмил Саубан улы Ҡотлоғужинды ысын йөрәктән тәбрик итәбеҙ. Юбилярды алтын байрамы менән тәбрикләп, ҡоростай сәләмәтлек, тормошона бәрәкәт, бәхет, шатлык, ҡыуаныстар теләйбеҙ. Ғаиләңә ныҡлы терәк, таяныс булып, ҡәҙер хөрмәткә күмелеп, оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Беҙ һинең менән тыуған илебеҙҙең арҙаҡлы улдарының береһе булараҡ ғорурланабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Артабанда төплө аҡылың, уй-хистәрең, ҡылған эштәрең үҙеңә лә, илеңә лә файҙа килтерһен. Яңынан яңы бейеклектәре насип булһын. Туған көнең шатлыҡ алып килһен, ә хеҙмәтең илтһен уңышҡа, бәхет изгелектәре яуып торһон, теләктәрең ашһын тормошҡа. Теләйбеҙ һиңә шишмә моңоно, теләйбеҙ беҙ тауҙар ғүмерен, бәхеттәрҙең теләйбеҙ ҡояш кеүек, мәңге һүнмәй торғаны нурлыһын. Яҡты ҡояш һәр саҡ юлдаш булһын, шатлыҡ тойоп типһен йөрәгең, ауырлыҡтар һине урап үтһен, ҡабул булһын һәр бер теләгең. Иң изге теләктәр менән коллегаларың.
Моя подруга, белая метель, ведет меня по кругу. Не надоела эта канитель, но зла седая вьюга, она желает только одного, чтоб я забыл к своей любви дорогу, а снег предатель с нею заодно. Сердце бьет тревогу, сердце бьет тревогу. Снег кружится белый, заметая все мои следы к тебе. Белый снег, что ты наделал, он потерял свою любовь и больше не найдет нигде. Зажгите, люди, свечи, не темно, и страшно одиноко. Колючий ветер дует все равно, и вьюга так жестоко. Но лишь пробьют часы 12 раз, я загадаю вновь свое желание. Пусть будет все у нас, как в первый раз. Разлука, до свидания. Разлука, до свидания. Снег кружится белый, заметая все мои следы к тебе. Белый снег, что ты надела, я потерял свою любовь и больше не найду нигде. Снег кружится белый, заметая все мои следы к тебе. Белый снег, что ты надела, он потерял свою любовь и больше не найдет нигде. Снег кружится белый, заметая все мои следы к тебе. Белый снег, что ты наделал, он потерял свою любовь и больше не найдет нигде. Снег кружится белый, заметая все мои следы к тебе. Белый снег, что ты надела, я потерял свою любовь и больше не найду нигде. Hürmetli tamaşaçılar, ошның менән бүгенге программабыз адагына якынлашты. Килә сорашкандарга тиклем хау булыгыз. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. До новых встреч!